Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Дата приурочена к первому в мире переливанию крови, которое состоялось в этот день в 1832 году. Событие стало началом развития донорства в России. Каждый год в стране в донорской крови нуждается около 1,5 миллиона человек. О донорской культуре, о том, почему это так важно, мы сегодня поговорим с директором медицинского колледжа, заслуженным врачом республики Таймуразом Ревазовым и заместителем директора по практическому обучению Людмилой Дударовой. Добрый вечер, наши гости. Я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, это все взаимно. Таймураз Дмитриевич, на ваш взгляд, почему донорство сегодня так важно и как вы стали донором? Расскажите свою историю. Спасибо за вопрос. Я сегодня уже думал об этом, думаю, как я на этот вопрос отвечу. Это было давно-давно, когда я закончил наш Северостинский медицинский институт, честь которой я имею быть выпускником. Вот. Это было в возрасте 21 года, да, когда мы начали уже самостоятельно работать. Тут был тогда период времени при Великом Советском Союзе, после окончания, когда мы получали дипломы, мы должны еще были однозначно 1 год проучиться. Это называлось интернатура. Я проходил интернатуру в больнице скорой помощи города Тамбова, куда были направлены, где мы отрабатывали в тот период времени, великолепное время. И я проходил интернатуру в отделении реанимации и анестезиологии. Это то отделение, где непосредственно концентрируются те больные, у которых связано с угрозой жизни, отделение реанимации. И практически на тот период времени, да и сейчас тоже, каждый пациент, принципиально большинство нуждалось в переливании компонентом крови. Вот этот период времени, это прошло более 45 лет, а может быть и больше, вот это воспоминание. И я вам скажу, это касалось не только меня. Все, которые были в моем окружении, все звали свою группу крови, резус-фактор. И в случае необходимости при экстренных показаниях, конечно, впереди были медицинские работники, и не только врачи, но в том числе медицинские сестры, о роли которых надо говорить много и много, вот, которые в большинстве случаев являются локомотивом в этом направлении. И то, что я могу сказать и на сегодняшний день, не могу это не сказать, когда у нас уже 39 наших выпускников находятся на фронте, в зоне выполнения специальной военной операции. 4 медицинские сестры, из них, которые возглавляют операционные блоки, остальные все военные фельдшера. И, конечно, вот первые, кто оказывает эту помощь, это медицинские работники, наши выпускники. И это очень важная задача. И то, что мы их учим, и то, что они применяют в своем практическом направлении именно на поле боя. Ведь очень важно первые золотые 5 минут создать такие условия, чтобы в дальнейшем не было принципиальных осложнений. Поэтому зачастую, когда мы видим на поле боя, мы видим вот эти капельницы, системы в обыденной жизни, которые ведь во многих, там есть в том числе и кровезаменители. Есть такое понятие, первая задача – это восполнить объем циркулирующей крови, русло. И задача стоит так, ведь, к сожалению, в первую очередь при обширных травмах страдает головной мозг. А для того, чтобы это не было, надо дать возможность сердечной мышце обеспечивать. Если этого не будет, кровезаменителей, так, конечно, результат может быть непредсказуемый. Поэтому вот это очень важно. Я всегда к донорству относиться так, что это обязательная составляющая нашей жизни. Это касается не только медицинских работников, но, по-моему, должно всех касаться. Если посмотреть по статистике, ведь там не только медицинские работники, там много лиц гражданского населения. За что, я им всегда говорю, про себя огромное спасибо. Это не тысячи, это десятки, сотни тысяч спасенных жизней. Это очень важно. И в том числе не на фронте, а здесь, в наших лечебных учреждениях, в наших родильных домах, в нашем ожоговом отделении. Те больные, которые находятся сегодня в реанимации разных профилей, в отделении травматологии, в отделениях, где проводится лечение заболеваний крови. Это святое. Можно об этом много говорить, но это должно быть внутри у каждого человека. И поверьте мне, оно есть.
Людмила Германовна, какие меры предпринимает ваш колледж для популяризации донорства среди студентов? Ну вот я хотела сказать, что Таймураз Дмитриевич, я сказала, является примером для студентов. Таймураз Дмитриевич, он уже более 45 лет в здравоохранении, где бы он ни работал, он везде содействовал донорству. Он участник боевых действий, он имеет очень много наград. И вот как за содействие донорству был награжден Федеральным агентством донорства медалью, награжден медалью. Вот. И, конечно, вы задали такой вопрос. Студенты всегда идут за своим руководителем, когда они его уважают, любят, когда они видят, что сколько он делает для учебного процесса, для жителей села, которые живут в прекрасном общежитии, что даже дома они таких условий не имеют. И, конечно, они благодарны своему руководителю. И этот пример тоже содействует тому, что они очень активно участвуют в донорстве. Вот когда в Крокус-Сити была трагедия такая, да, теракт, то тогда дети сами подходили и говорили: кровь же там нужна, давайте мы будем сдавать. И просто они потоками шли в службу крови и сдавали кровь. То есть вот тот вопрос, что вы сказали, что мы их не уговариваем, не заставляем. Мы только говорим, что проходит акция. Кто будет? И прям списки, Таймураз Дмитриевич, знаете, как четко. Он меня требует, в какой группе, сколько человек, пофамильно, кто с ними пойдет. Вы пойдете с ними, я тоже должна пойти, проследить. Чтобы, ну, то есть соблюдены были, что все требования. То есть, видимо, он сам много лет является донором, и поэтому вот так вот четко у нас построено это. То есть на желании детей, на стремлении детей. Они очень огорчаются, когда им говорят, что противопоказано, они с грустью уходят. То есть вот и мы очень радуемся этому, потому что мы говорим так, что это действительно будут настоящие специалисты, настоящие медики, которые будут спасать именно жизни людей, которые будут знать свое признание в этой жизни, да? Потому что вот сдать кровь — это, по-моему, благороднее ничего нету вот и в профессиональной деятельности. Это спасение жизни людей. Мы всегда так студентам говорим: мы все пациенты потенциальные, и мы можем оказаться в беде. И если вы сами оказываете помощь, вы считаете, что вы сами себе оказали эту помощь. То есть к вам же будет такое же отношение. Когда наши студенты идут первый раз, бледненькие, но вида не подают. И вот когда они уже выходят после сдачи крови, вот я смотрю, у них зрачки широкие-широкие, да? Но чувство гордости их переполняет. И каждый раз мы сталкиваемся с тем, что, ну, как правило, если мы проводим эту акцию, это мероприятие на нашей базе, то иногда на второй день количество желающих становится все больше и больше. Иногда выходит дайбит, что вот сегодня не удалось. Вот этот позыв сердца очень важен. И мы должны об этом говорить и помнить о каждом. И вообще я считаю, что любой гражданин, он когда-то, хоть один раз в жизни, должен посетить станцию переливания крови. Людмила Германовна, хотелось бы поговорить о том, какова ваша роль в формировании донорской культуры среди молодежи. Ну, это важно, потому что мы не можем представить вообще медика, который не будет стремиться стать донором. Или если даже он сам не может по состоянию здоровья, по каким-то противопоказаниям, то он должен проводить работу, привлекать, рассказывать. Это наша миссия. Мы не только, наш коллектив, 90% это врачи. Но у нас же и педагоги, у нас и психологи. Кстати, Таймураз Дмитриевич, да, у нас помимо студентов, у нас и преподаватели-доноры. Тамерлан Тимурович Тотиев, Светлана Майербековна Гадиева, наша выпускница, бывшая преподаватель медицинской психологии, и другие преподаватели. То есть сами преподаватели тоже являются, я говорила, что они классные руководители, они кураторы. И они сподвигают своих студентов, которых курируют, своим личным примером, медики. Я вам уже говорила, что они рассказывают свои случаи из практики, как донорская кровь спасла жизни. Это пример, это все, больше ни о чем можно не говорить. И, как я уже говорила, что студенты, которые выбрали эту профессию, очень тяжелую, трудную, но очень благородную, которая спасает жизни людей, это их миссия. По-другому никак не можем представить медика. Ну, я знаю, что часто у вас проходят акции, да? Часто. Очень часто, Мы причем это разные в течение года, несколько раз. Расскажите о самых таких ярких, значимых и масштабных акциях. Ну вот
акции, например, у нас, мы говорили, что вот 20 числа это национальный праздник донорства, а 14 июня это праздник уже всемирный. И мы не только в этих акциях, я уже говорила про Крокус-Сити, да, вот, мы принимаем участие, даже дети на каникулах сами ходят, мы потом узнаем, я списки потом прошу, дайте мне списки студентов медколледжа, которые стали, они даже нам не говорят. Понимаете, это же тоже своего рода такой долг они чувствуют, будущих своих медиков. И они и во время каникул, и в будни, вне всяких акций, они идут и становятся донорами. И потом я собираю списки, мне же надо знать. И где-то у нас за год бывает до 400, до 500 человек доноров из наших студентов. Мы узнаем. И доноры, причем такие, которые неоднократно сдают кровь, а многократно. Вот. И, конечно, вот эта воспитательная работа, мы должны, как я уже сказала, выпустить настоящих медиков, которые будут служить своей профессии, своим людям служить, своей родине, как вот наши выпускники на поле боя, да, спасают жизни людей. Вот это и есть воспитательная работа, больше ничего не надо. Да. Зов сердца. Мы стремимся пробудить в них вот этот зов сердца. Я вот сейчас поймал на мысли, очень важно, Людмила Германова сказала, ведь мы говорим о студентах, так? А ведь впереди идут и преподаватели, классные руководители. Да. Но это абсолютно правильная логика. Когда студент первый раз, ведь он не сегодня узнал, что надо сдавать кровь. Он вчера думал, и осознанно он идет. Но когда он знает, что впереди него пойдет руководитель, главная роль руководителя, да? Его классный руководитель и преподаватель, он, конечно, рад этому внутренне. И я всегда считаю, все, что надо делать, надо показывать своим примером. И не только в медицине. Везде. Это абсолютно правильно. В 12 часов у нас будет проходить конкурс. Людмила Германовна, один из активных инициаторов. Кстати, я могу сказать, что Людмила Германовна, она долгие годы, она была и сейчас в душе остается главным нештатным специалистом по сестринскому делу, который пользуется колоссальным авторитетом в Российской Федерации. В 12 часов будет проходить конкурс «Лучший фельдшер». Я вас приглашаю. Будет очень интересно. Мы каждый год проводим лучший по специальности фельдшер, медицинская сестра. И там, конечно, будет однозначно вопросы, в том числе донорства, элементы, правила, что нужно делать при тех или других травмах. Мы пригласили и наших выпускников, военных медиков, которые являются участниками специальной военной операции, наших коллег с военного госпиталя. И когда аудитория, она видит уже не только на слайдах, но реально слышит из уст людей, которые непосредственно были на поле боя, у операционного стола, в отделении реанимации, это еще раз подтверждается, что большинство из них сделали осознанный шаг, связанный со спасением жизни. И это очень важно. Мы не сторонники для того, чтобы проводить какие-то тем другим мероприятиям, акции. В год дважды мы проводим активные мероприятия или на нашей базе, или на станции переливания крови. Вопрос организации. Он у нас отрепетирован. И нового здесь ничего придумывать не нужно. Главное, чтобы это было по желанию. А вот это желание у наших коллег, студентов, у наших коллег, оно всегда присутствует. И спасибо им большое и тем, которые, возможно, сегодня думают, и вчера об этом не думал, но сегодня думают, и преподаватели, которые ведут за собой своих студентов, и сотрудников нашей станции переливания крови. Это очень важно. И вот говорил сегодня вашему коллеге, вспоминая два случая, которые были, которые мне на всю жизнь заполнились. Это первое 8.08.2008, когда во время агрессии Грузии на территории нашей республики Южная Осетия, Алания, значит, в нашем распоряжении первое, что я получил из Северной Осетии, это компоненты крови, которые спасли сотни жизней. Второй момент, который я помню, был такой день, 2008 год, насколько я помню, когда бандитские формирования напали на наркоконтроль Кабардино-Балкарии. Басаевцы.
И тогда Центром медицины катастроф руководил Датьев Чермен Исламович. А в Кабардино-Балкарии наш товарищ, коллега тоже по Южной Осетии, ветеран боевых действий Карданов Алим Владимирович. И он позвонил мне и говорит: Таймураз, огромное количество пораженных. Нужна кровь, кровезаменители. Через 2,5 часа наша машина, я с Черменом Исламовичем, мы стояли на границе с Кабардиной Балкарией. Алим Владимирович встретил нас на своем служебном транспорте. И потом мне сказал, когда мы с ним встретились, он сказал: Таймураз, спасибо вам, вашей станции переливания крови. Мы первые 6 часов работали в операционных, в ожоговом отделении, перевязки, благодаря тому, что мы получили. Вовремя, вовремя, вот это все. Поэтому задача не только в благородстве, но в том числе и нашей национальной безопасности, в том числе. Всегда должен быть и пополняться запас крови и кровезаменителей в виде компонентов, в виде плазмы, сухой, нативной, в виде альбумина. Поэтому роль донорства в понятии, оно, конечно, имеет колоссальный вопрос с точки зрения и нашей национальной безопасности тоже. Это очень важно. Ни один лекарственный препарат для тяжелого пациента, особенно с большой кровопотерей, не будет эффективный, если не будет кровезаменителя, если не будет восполнен объем циркулирующей крови. И очень важно. Это касается и в мирное время, то, о чем вот мы говорили в наших родильных домах. У нас великолепное ожоговое отделение, которое всегда выводит самых тяжелых. Но помимо желания врача, что он хочет помочь, еще должна быть составляющая, в том числе, о которой мы говорим, компоненты крови. А в основе лежит донорство. Людмила Германовна, каковы эмоции и чувства доноров, ваших студентов, после того, как они стали частью чего-то важного, такого, как спасение жизни другого человека? Ну, чувство гордости, что они выбрали такую профессию. Чувство, конечно, радости, что они членами стали вот дружной такой команды колледжа под руководством Таймураза Дмитриевича, что они доноры. Вот, что они, я же уже говорила, что они выбрали осознанную профессию, и они уже себя считали, что они уже помогают людям, что они спасают жизни. То есть они еще не в практике, как скажем, но они выполняют такую благородную миссию. Они всегда счастливы, они радостны, делятся с эмоциями. Как Таймураз Дмитриевич сказал, огорчаются, когда говорят, что там вес должен быть не менее 60 килограмм. И там есть какие-то ограничения, во всех не будем говорить. И они всегда говорят: хорошо, мы на следующий год точно будем донорами. Там, вот, когда мы будем уже третьекурсники, нам исполнится 18 лет. То есть, а мы тоже счастливы. Мы счастливы, что такие дети, что, вот, что мы обучаем таких будущих специалистов, что, то есть здоровье граждан, по крайней мере, нашей республики вне опасности. Но тут, наверное, стоит сказать и о том, что они участвовали не только в республиканских акциях, нет, и в российских. Но еще выходя вот, за пределы республики. Вот был день российского студенчества, вы знаете, 25 января, по-моему. Да, и нам предложили, сказали, что акция всероссийская. И мы очень активно, я не буду называть даже другие организации, сказали: медицинский колледж, мы не успеем позвонить, вы все организовали. Не приукрашивая, правда. Потому что, как Таймураз Дмитриевич говорит, у нас как на военном корабле. Сказано, сделано. И мы приняли очень активное участие, и нас наградили дипломом, да? Дипломом, и дипломом не местного значения, а вот российского значения. Это служба крови России нас наградили. Вот. Так что мы, и вот сейчас, к слову Таймураза Дмитриевича, сейчас очень актуальна именно не только донорская кровь, а доноры костного мозга. Вы вчера только мне дали документ. Мы сейчас будем принимать участие 15 мая. В республике будет проходить День доноров костного мозга. Это будет российского масштаба мероприятие. Будет участвовать служба крови. Нам персонально прислали, чтобы мы провели активную работу, поскольку мы активные участники донорства. Вот. И я уже, Таймураз Дмитриевич, наметила план наших мероприятий, которые мы студентам должны донести о важности этой акции, как мы это делаем, рассказать все. Да? И они, конечно, и на площади Свободы планируется акция всероссийская. Там будут медицинские сестры, там будут типа машин передвижных, что кто даже захочет после вот этой агитационного мероприятия поймет о важности
о которых говорил Таймураз Дмитриевич, сейчас очень много заболеваний крови, не только среди молодых, но и взрослого населения. Вот. И чтобы стали сразу же там на месте будут осуществлять это донорство. Вот. И мы готовимся к этому. 15 мая на площади Свободы будет это. А ту работу, которая на колледже, поговорить с молодежью, рассказать подробности, привести примеры, потому что у нас учились, к сожалению, у меня училась девочка, студентка с заболеванием крови, погибла. Донора так и не нашли. И есть у нас такие случаи, как в любой организации. Вот. И вот такая всероссийская акция, она организована Ломоносовской академией. Значит, мы будем активно участвовать. Я уже наметила план мероприятий. Таймураз Дмитриевич мне вчера документ дал, и мы будем участвовать. Вы очень задали очень важный вопрос. Когда студент, а я сейчас говорю о студентах медицинского колледжа, он еще не дипломированный специалист, но когда он осознает, что будучи еще студентом, а он уже принял участие в спасении чьей-то жизни. И вот этот первый его шаг запомнится на всю жизнь. И это очень важно. Это морально, психологически и профессионально стимулирует. Ведь получается так, когда один студент идет, ведь 5-6 хотят, но немножко опасаются. А вот глядя на правильный, организованный момент, да, я думаю, что так они подтягиваются друг к другу. И когда мы говорим, что вот одна капля крови спасет чью-то жизнь, поверьте мне, это действительно доходит. Но еще раз я хочу сказать, ну а кто же, как не медработники, не студенты, кто еще должен идти впереди? И они идут. Честь им и хвала. Таймураз Дмитриевич, как вы видите будущее донорства крови в России и необходимы ли новые инициативы, которые, на ваш взгляд, стоит внедрить? Только каждодневная пропаганда. Каждодневная. Потому что современные технологии медицинские, так, они двигаются с колоссальной скоростью вперед. Новые технологии. И в том числе элементы искусственного интеллекта. Но никто и никогда, вот на мой взгляд, он никогда не заменит человеческую кровь. Вот лично мое мнение, я скажу лично мое мнение, да, это для нас еще человеческая кровь такая загадка. И то, что мы знаем на протяжении нескольких веков, это только маленькая какая-то часть. Это уникальная составляющая человеческий организм. Мы еще не конца. И любое, какое бы вмешательство не было, современные технологии, начиная от взрослого, детей, какие сейчас колоссальные прорывы идут, допустим, в сердечно-сосудистой хирургии идут, так? Заболевания моей крови. Вот, допустим, тот же самый центр имени Димы Рогачева, открытый в Москве, да? Ведь основной компонент – это составляющая человеческой крови. Поэтому что-то новое будет обязательно. Даже такое, о котором я сейчас не думаю и не знаю. Но что-то будет, это однозначно. Но мы говорим о сегодняшнем дне, о новых технологиях. И первым главным составляющим, элементом – это, конечно, компоненты крови. Во всех видах вмешательств. Во всех, где это связано с потерей кровообращения или с потерей крови. Таймураз Дмитриевич, что бы вы хотели донести до общества в рамках Национального дня донора крови? Первое, что я хочу поблагодарить тех доноров, которые у нас сегодня есть. Поблагодарить в том числе, конечно же, наших коллег, студентов, молодежи, которые хоть один раз решили прийти на станцию переливания крови. По зову сердца поблагодарить их. Поблагодарить профессионально подготовленный наш коллектив республиканской станции переливания крови. И, конечно же, тех людей, которые каждый день думают, говорят и об этом. О донорстве, о донорстве, о донорстве. Вот такой национальный день, он донор, он забываться не должен. Он должен быть у нас в душе у каждого. Потому что то, что у тебя внутри, может быть, понадобится сейчас немедленно для кого-то. Вот это мы должны быть всегда готовы. Протянуть руку помощи. И при любом зове, все может быть, жизнь непредсказуема. Но первая у него реакция должна быть так: а чем я могу помочь?
и выбрать правильный маршрут на территории нашей республиканской станции переливания крови. Хотя бы прийти туда, приехать в любое время дня и ночи и сказать: я готов оказать помощь. Это наше должно быть сознание, и подсознание в том числе. Людмила Германовна. Ну, мне бы хотелось сказать одной фразой, что пожелать всем жителям Земли осуществить свою благородную миссию на Земле – это стать донором. Абсолютно. Я благодарю вас, Таймураз Дмитриевич, вас, Людмила Германовна, за то, что Спасибо. сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. Спасибо вам. И вам спасибо, потому что мы неоднократно с вами здесь встречались, в этой замечательной студии, говорили на разные темы, очень важные темы. А вот сегодняшняя тема, которую мы обсуждали, сказали свою точку зрения, постановка вопроса, как у нас идет надежно взятой территории, это важно для всех. Это наша безопасность. Что может быть лучше быть здоровым? Вот это главная мотивация. Поэтому вам желаем здоровья, удачи. И в душе всегда быть потенциальным донором. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.